أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستهديك بإرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Мы продолжаем с вами книгу «Мусульманская семья» Аль-Усратуль Муслима, автором которой является Вахбат аль-Зухайли, современный ученый, богослов или правовед, скорее всего, больше правовед, чем богослов, специалист по исламскому праву. И вот мы с вами в последнее время рассмотрели с вами метода или пути сватовства, как правильно свататься, и какие условия, и для чего необходимо свататься, и что дает сватовство перед заключением брачного договора. И после этого мы полностью детально рассмотрели брачный договор, какие условия, какие виды договоров бывают, какие запрещенные виды, какие разрешенные виды, и как они должны заключить договора обе стороны. И все. И после этого перешли в новую главу, где будет автор касаться прав частных и общих прав членов семьи. Это логически, да, потому что все эти права и все обязанности, они исходят от договора, потому что любой договор, как автор сказал, обязывает к чему-то и дает права. Любой договор, пусть это договор купли-продажи или другие договора, в том числе договор бракосочетания. И тем самым, заключив брачный договор, обе стороны получают и свои права, и свои обязанности. И после этого добавляется к этому праву третье, после рождения детей, да, право родителей и обязанности родителей перед детьми, и права и обязанности детей перед своими родителями. И мы сказали, это связано с отцовством и с материнством. Вот. И после этого автор привел доводы из Корана, которые доказывают, что у женщин есть свои права и обязанности как член семьи, у мужчин есть свои права и обязанности как члена семьи и общие права, в том числе, и, как я уже говорил, на все это есть доказательства коранические. Да? И после этого автор переходит на виды этих прав и обязанностей, и говорит, говорит, эти права и обязанности, их 10 видов. 10 видов. Хукуку зауж, первые права мужа и обязанности мужа. Хукуку заужа, права и обязанности жена. Хукуку муштарика бейна заужени, и общие совместные права между женой, супругами. Хукуку абна валь банат, права детей, сыновей и дочерей. Аляль аба валь уммахат, то есть права их перед родителями. Хукуку аба валь уммахат аляль абна валь банат, и права родителей над своими детьми. Хукуку атфал муссиннин. Так. И права атфал мусиннин, то есть права детей, малолетних детей, имеется в виду. Тут автор разделил, да, права детей уже дети, но еще уже не малолетние дети, а есть права еще малолетних детей. Хукук караба, и седьмое — это права родственников, так, или обязанности перед родственниками. Силатуль архам — это родственные связи, что касается родственных связей. Хукукуль жуар, что касается прав соседей. Так, любые соседи, они у нас имеют свои права. Так, и у нас есть обязанности по
поводу наших соседей. Хукукуль аслика, и также права друзей, хукукуль умма, и права нации. Здесь имеется в виду права мусульманской исламской нации. Вот. Тем самым получилось у нас 10 видов прав, которые касаются семьи или членов семьи. И автор начинает с первого хукукуль зауч. И начинает автор говорить в первую очередь о правах и обязанностях мужа. И говорит: «Лиззауджи القائم بواجباته المادية من النفقة والكسوة والمسكن حقوق 10 على زوجته». Лиззауджи القائم, мужу, который несет ответственность биваджибатихи المادية, то есть его ответственность материальная, так? Материальная ответственность и обязательства мужа, это значит нафака, так? Содержание или расходование для семьи и для жены, в ее питание, в ее одеяние, в жилье или предоставление ей жилья. Хукукун гашара аля заужатихи. И говорит 10 прав мужчина, и еще 10 прав мужчина по отношению к жене, то есть к жене. Он имеет 10 прав по отношению к своей жене. Имеет обязательства, так, обязательства, знаете, это содержать семью, членов семьи, в первую очередь жену свою. И имеет за это и другие права. И первое право мужа, так? Подчинение жены своему мужу в одобряемом. Тут обратите внимание, как это сегодня в основном понимают и хотят интерпретировать европейские или влюбленные в Европу, когда говорят подчинение жены мужу, говорят узурпатор, да? И далее боя, да, и слышим, что только не пишут, что только не говорят, феминистки, купленные днем и ночью кричат, так, и вот, и здесь разговор идет, да, подчинение безусловно, где вы видели какое-либо общество, чтобы не было у этого общества руководителя. Да, поэтому семья – это маленькая ячейка общества, как мы сказали. Это ядро общества. Раз это ядро общества и маленькое общество, как там это общество может существовать без руководителя, да? Чтобы кто-то кому-то не подчинялся? Хаос будет. Невозможно будет жить в такой семье. И поэтому, безусловно, Аллах Всевышний, конечно, подчинил жену мужу, но подчинил он ее в чем? В одобряемом. Это не значит, что мужчина должен быть узурпатором, деспотом, так? Только в одобряемом. И дальше говорит, разъясняем, что это значит. «Инна раббаль уссарти вахуаль зауж». Воистине, говорит, руководитель семьи – это мужчина. «Хуа сайидуль мутаа». И ему должны подчиняться. المكلف بشؤون إدارة الأسرة وقيادتها قيادة حكيمة. И поэтому бешуни он мукалляф, он несет ответственность, да, за дела семьи, вакиядатиха, и за управление, за руководством семьи. Киядатун хакима, но его управление должно быть хакима, управление мудрым. Тахаккаху аградиха, оно должно осуществлять цели семьи, да, цели того договора, который он заключил с женой или с опекуном жена. Да. И он говорит, планировать должен так, чтобы величие своей семьи, так, положение, чтобы заслужить положение в обществе, и за счастье своей семьи. И он должен обеспечить своей семье хурматаха, так? То есть неприкосновенность.
ومحبتها и любовь к своей семье, واحترامها и уважение бейнан нас. То есть первое, да, в чем ответственность мужа? Чтобы заслужить положение, чтобы его семья была уважаемым в обществе, да? Чтобы не была неприкосновенность его семьи в обществе. ويحميها من عاديات الزمان والفتنة والفساد. И он обязан защищать свою семью من عاديات от всей несправедливости времени, والفتنة от смута, искушения и соблазнов, والفساد и разврата, безнравственности, падения нравов, пороков. Можете прямо писать, если не успеваете, продиктую. Вот это все обязанности мужа, да? Сейчас мы пересчитываем. Вот. ويجعلها تنغم بمظلة الأمن والسكينة والاستقرار. И дальше что говорит? وتنعم и то есть должен дать наслаждение своей семье в безопасности, в сакина, в спокойствии, в истикрар и в утверждении. وهذه الأهداف لا يمكن تحقيقها كأي تجمع إلا بالطاعة. Но, говорит, в ответ к этому, говорит, этому цели невозможно добиться, если только не будет покорности со стороны членов семьи. Да? То есть это все обязанности, то, что мы перечислили, это обязанности мужчины, да? Но этого он как можно добиться, только если будут подчиняться ему все члены семьи. Тарату зауджати ли зауджиха, то есть покорность жены своему мужу. Тарату ауляди ли абихим ва уммихим, и подчинение детей родителям, отцу и матери. Самарату тара, и плоды этой покорности, подчинения. Ридвану иляхи ва зафару бежанатил хульт, бежананил хульт. Плоды, говорит, это довольство Аллаха Всевышнего и заслужение рая. Два плода. То есть женщина, если будет покорной благом своему мужу, что плоды, какие она заслужит? Она заслужит плоды, значит, довольство Аллаха ею и райские сады вечные. لقوله صلى الله عليه وسلم, и на это указывает слова пророка Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям: «Аль-валиду аусату абуаб аль-джанна». Аль-валиду, говорит, родитель в середине рая. وقوله, и также другое: «Аль-джаннату тахта акдами аль-уммахат». Другой хадис, пророк саллаллаху говорит: рай находится под ногами ваших матерей. Под ногами ваших матерей. И здесь где-то, я помню, раскручивали и говорили, это не является хадисом. Вот именно этот хадис, я помню, вроде братья наши салафиты раскручивали, но не помню, несколько лет назад говорили, это не хадис, аль-джаннату тахта акдами аль-уммахат, то есть рай находится под ногами ваших матерей. А здесь есть ссылка, это является хадисом. أخرجه القضاغي والخطيب في الجامع عن أنس رضي الله عنه. этого приводят этот хадис Кадаги и Хатиб, скорее всего, Аль-Хатиб Аль-Багдади, имеется в виду, они приводят этот хадис от Анас ибн Малик رضي الله عنه. كما في الجامع الصغير للسيوطي. И также этот хадис есть у Джами аль-Сагир имама Суюти. И говорит хасан, то есть это хороший хадис. Хороший хадис, поэтому если кто-то говорит, что это не хадис, тот ошибается. Этот хадис, его приводят три хадисоведа.
и он является хорошим. А хороший хадис — это уже есть довод. Вот, возвращаясь к книге «فإذا مات الأب أو غاب كان الابن الأكبر صاحب الولاية على الأسرة». А дальше говорит, то есть, как мы выше говорили, мужу, отцу должны покоряться все члены семьи в благом, мы сказали, да? А если вдруг отец отсутствует, в этом случае кто остается старшим? И автор говорит, в этом случае остается старшим самый старший сын, да, и он будет опекуном этой семьи. Хадис, на это указывает хадис пророка Мухаммад саллаллаху аль-акбару миналь ихвати биманзилятиль аб. Пророк саллаллаху говорит, самый старший сын, говорит, или самый старший брат в положении отца. То есть нет отца, значит, есть старший брат совершеннолетний, это значит, он становится ответственным за семью. Он должен защищать честь семьи и выше приведенные обязанности отца, если нет отца или отсутствует. И говорит, покорность жены своему мужу в одобряемом это первое право мужа. Первое право мужа. Вальмураду бильмаруф. И что имеется в виду под словом одобряемое? На акарраху шаргу азана бихи. То есть одобряемое это то, что утвердило исламское право, и разрешило. Якаулихи саллаллаху алейхи, исходя из слов пророка Мухаммада, ла тагата лиль махлуки фи махсиятиль халик. Пророк саллаллаху говорит, нет подчинения творному в ослушании Творца. То есть, если мужчина велит исполнять что-либо жене или своим детям, и оно противоречит исламскому праву или принципам, основным принципам ислама, в этом случае никто не обязан исполнять и быть послушным в этом. Только в том должно подчиняться то, что не противоречит исламским принципам и исламскому праву. Вакаулуху, и также говорит слова пророка Мухаммада: «Ля таагата ли ахадин фи ма'сиятиллах». Нет никакой покорности никому в ослушании Аллаха Всевышнего. Ва иннама таагату фил магруф. Только послушание, покорность в одобряемом. Фахия тутируху фи гайри ма наха Аллаху анху. То есть она, говорит, должна подчиняться мужу только в том, что Аллах Всевышний не запретил. Допустим, к примеру, если муж выпил и заставляет жену сходить со следующей бутылкой, может жена сказать никаких и не пойти, потому что это противоречит исламскому праву, да? Исламскому праву. К примеру, я говорю, таких много примеров можно привести. И даже далеко ходить не зачем пить бутылку, да, даже когда женщина идет в магазин, если муж скажет, купи мне сигарета, она может сказать, нет, не буду покупать. Я не хочу быть грешным вместе с тобой и отвечать за это перед Аллахом Всевышним. Во-первых, это вредит организму. Во-вторых, это расходы в ущерб семьи и далее более. Да? И, то есть это, к примеру, просто к примеру. И говорит, причина, говорит, этой покорности. Причина этой покорности жена своему мужу. هو ما أعطاه الشرع للأب من درجة القوامة. Потому что, говорит, Аллах Всевышний дал это право мужу или отцу мин дараджат кауама, потому что у мужчины, да, у отца, глава семьи, есть кауама, то есть есть ответственность кауама, ай рутбату киядати ва риядати, то есть это кауама, это
его степень кияда, то есть он тот, кто руководит, тот, кто управляет с семьей, и тот, кто несет ответственность. Вот. Поэтому это и есть право у него. لقوله تعالى, и на это указывает слова Аллаха Всевышнего: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Сура Аль-Бакара, 228 аят. Жены имеют такие же права, как и обязанности, и относиться к ним следует по-доброму, но мужья выше их по положению. Аллах могущественный, мудрый. Да, то есть мужья выше по положению, это не значит, что у них положение, в смысле мужья несут больше ответственности за семью, чем женщина. Это имеется здесь в виду. وقوله سبحانه, и также слова Аллаха Всевышнего: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. И следующий аят, сура Ниса, 34 аят. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Видите, право не зря дается мужчине, так, взамен за то, что он расходует из своего имущества своей семьи, то есть содержит семью и отвечает за семью. ففي الآية الأولى جعل الله للزوج على زوجته درجة. И автор сейчас разъясняет эти два аята и говорит: в первом аяте, говорит, Аллах Всевышний сделал, говорит, дал мужчине над женщиной степень. وهي درجة الرئاسة. Это, говорит, степень, это, говорит, возглавление. То есть идария, это, говорит, как возглавление семьей, управление семьей. Во втором аяте, говорит, Аллах Всевышний сделал мужчине право попечителя, так, право, то есть обязанности попечителя. И султатуль идариятуль хакима. Право попечителя, то есть, говорит, власть мудрого управленца. То есть он управляет семьей, но должен управлять мудро. لا الاستبدادية والتغصفية. Не власть произвола и деспотии, والتغصفية и насильство. Так, то есть, вот, значит, это четко надо различить, да, какие права у мужчины. Права у руководителя мудрого, а не права деспота. Не права деспота или произвол, который щадит произвол. Так, самоуправство. Поэтому эти моменты надо прямо, если можете, записывать. И сегодня, если кто-то следит, так, феминистки будь или будь другие, именно в этом хотят нас упрекнуть, то есть мусульманские семьи и мусульманские мужья, так, и тем самым доказать, как будто мусульманская женщина унижена. Вот дальше. هيمنة المتسلطة من دون حق ولا عدل ولا رشد. Говорит, это не, говорит, не власть, говорит, главенство, гегемонии, мутасаллита, господствующие, мин дуна хак, без права, валя адль, без справедливости, валя рушд, и без благоразумия. Без благоразумия. То есть все это право у мужа, что жена и дети должны подчиняться только взамен обязанностей. وذلك للسببين. Это из-за двух причин. علما بأنه إذا انتفى أحد الأمرين كأن تقوم الزوجة بالإنفاق. Это, говорит, то есть сейчас разделяет, да, говорит, это главенство в семье мужа. Это, говорит, из-за двух причин. Первый, говорит, говорит, если исчезнет одну из этих двух причин, так, одну из двух причин, если, говорит, жена будет содержать
самой себя, так, то есть не содержит ее муж, она содержит самой себя. Бакия сабабуль ахар. В этом случае, говорит, остается другая причина. То есть две причины, одна, если исчезла, остается другая. И сейчас начинает говорить, то есть рассматривать эти две причины. Две причины, говорит, ас-сабабуль ауаль, первая причина, ирдадуль халқи. То есть, почему Аллах Всевышний сделал главенствующим в семье мужчину, мужа, отца? Первая причина – это врожденная способность мужчины быть главенствующим. Хайсу халак Аллаху тааля раджуля аслабу аззам. Потому что, говорит, Аллах Всевышний сотворил мужчину крепким, ахзам, и благоразумным, решительным. И говорит, сильнее физически, чем женщина. كما أنه أكثر مهارة وخبرة بشؤون الحياة. И также, говорит, мужчина больше имеет опыт семейной жизни, вообще в жизни, да, чем женщина. В общем, говорит, женщина слабее, чем мужчина. И она часто сомневается в принятии каких-либо решений, когда это необходимо. И у нее преобладают эмоции у женщин. Да, преобладают эмоции. Это, говорит, дело осязаемое, ощутимое и испытанное, и изученное. То есть здесь надо понять. Может, кто-то думает, нет, не так же. Есть тут такие женщины, да, которые стоят за сотни мужчин. Здесь мы об этом не ведем речь. Да, есть такие женщины. Но когда берется что-либо за основу, как правило, берется в общем. Если посмотреть, если, допустим, есть 10% на земле женщин, которые стоят сотни мужчин, да? Но если посмотреть, это обратно посмотреть, но мужчин все равно преобладает во всем, где-то 85% минимум. Значит, мы берем что за основу? Берем, что преобладает, а не что бывает, случается редкостью и является редкостью. Вот это необходимо понять. لمسناه وخربناه خلال فترة الحياة الزوجية لمدة زهاء 40 سنة. Автор тут уже от себя говорит. Мы это, говорит, изучили, провели опытным путем в течение, говорит, 40 лет семейной жизни. В течение 40 лет семейной жизни. ولا شك بأن إصدار الحكم الصالح يتطلب عقلا أوفر. Нет, говорит, сомнения, говорит, чтобы принять какое-либо мудрое, говорит, решение, салих, полезное для семьи, говорит, требует аклан ауфар, то есть хладнокровия, большего разума, большего благоразумия, хикматун агмак, и глубокой мудрости, вадирасати ажда ва аслам. И говорит, наиболее полезного исследования. والعقل مقدم في هذا المجال على الاختبارات العاطفية. И поэтому, говорит, в этом случае разум, оно предпочтительнее, чем эмоции. Всегда, в основном, человек, когда совершает ошибки, когда его преобладает эмоция, то есть он не может руководить своими эмоциями и опережает его, и преобладает эмоция над разумом. Да? Если человек хладнокровный, он чаще принимает правильные решения, а если он эмоциональный, он больше принимает ошибочные решения. Вот. كما أن الخبرة تكون أجدى وأوفر والمرأة عادة. Также, говорит, у мужчины бывает опыта побольше.
والمرأة عادة ميالة لطبعها الذي خلقت عليه أو حنانها بحكم ولادة إلى إسفار. Женщина, говорит, что касается, обычно говорит, как ее создал Аллах Всевышний, говорит, по своей природе она склонна к ханана, так, к жалости, состраданию, сочувствованию, по отношению к своим детям, или исар, то есть женщина, говорит, она благодаря склонности своей природной, так, сочувствия, она иногда может принять не то решение, которое будет, оно будет, как может быть, в это время уместным, но если посмотреть на будущее, может быть неправильным. Она говорит, опыт в основном, говорит, у женщин меньше, чем опыт у мужчин. فتقتضي المصلحة للزوجين والأسرة تحمل الرجل مسؤولية اتخاذ قرار الحكيم в شؤون البيت. Поэтому, говорит, из этого следует, чтобы мужчина нес. Поэтому, говорит, необходимо, чтобы мужчина нес ответственность за семейные дела. Или также, говорит, и в быту дома, и также, говорит, в пути, если они вышли в путь. Или на работе. И в других случаях семейной жизни. فتكون قوامة تكليفا وتبعة ومسؤولية. В этом случае, говорит, будет кавама, то есть вот рияса, да, главенство, будет ответственностью за мужчиной. Ля ташрифа. Это, говорит, не является ташрифом, да, то есть дать мужчине какое-то благородство. Ваминха, или какой-то дар от Аллаха сегодня. Вахиба ва махда. То есть пусть, говорит, мужчины не думают, что это их сделал Аллах Всевышний их благородными, и за это дал им главенство. Нет, говорит, пусть они подумают, что Аллах Всевышний тем самым их обязал, и они несут ответственность перед Аллахом Всевышним за свои семьи. Сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи куллукум равин ва куллукум мас'улун ан равиятихи. Каждый из вас попечитель, и каждый попечитель отвечает за свое, над кем он попечитель, опекун. Валь мар'ату равиятун фи бейти завджиха. Женщина, говорит, равия, попечительница в доме своего мужа, и она ответственна за дом своего мужа. ويلاحظ أن مرتبة الرجل في شؤون الأسرة جاءت بعد مرتبة الحاكم. И тут, говорит, надо заметить, что главенство, говорит, мужчина дома, оно, говорит, приходит после главенства руководителя государством. Да? То есть руководитель государства имеет больше главенства, больше прав, чем мужчина дома. Это в том случае, да, если, допустим, мужчина нарушает право жены, допустим, да, или право другого, или он ведет деспотически себя, или не исполняет свои обязанности. В этом случае кто должен поставить мужчину на место и вынести судебное решение против него? Безусловно, государство, так, имеет на это государство власть такую, а государством управляет кто? Руководитель государства, поэтому у руководителя государства больше прав, чем у мужчины. وفي مقابل ذلك كانت المرأة هي المسؤولة بعد الرجل في شؤون المنزل. Поэтому, говорит, после мужчины, говорит, мукабель, напротив этого, женщина является вторым ответственным человеком в делах семьи. И вот это тертибан, то есть подготовки, да, к дома, тертибан, упорядочивание дома, махарата ва тамвинан, и тамвинан, то есть в махара, так, в искусстве, то есть умение делать что-либо, ва тамвинан, ва хифзан ва ригаятан, и в защите, так,
в защите дома. И дальше говорит, это первая, да? Первая причина была у нас, почему Аллах дал главенство мужчине, потому что Аллах Всевышний сотворил его сильным, да, способным, более твердым, опережает его разум, его эмоции. И далее, это первая причина, почему Аллах сделал его главным в семье. Вторая причина. Инфакуль мали минар раджули аля зауджатихи. Второе право, это значит содержание, обязательства мужа содержать свою жену. Так. Это, говорит, содержание. Что включает в себя содержание мужем своей жены? В первую очередь махр, приданное. Да? Когда договор заключает данный брачный, муж обязуется дать приданное, либо ту сумму, которую они договорились. Если не договорились, то, как мы сказали, махруль мисл. Махруль мисл, так, подобный махр. Вот туабируху ван нафакату. И расходы заужия, то есть расходы семейной жизни, ложится на плечо мужа. Мин секан. А что значит расходы семьи? Что сюда входит? Говорит, жилье, вальмальбас и одежда, вальматрам и вальмашраб, и еда, и питье. Ватавабиру залики, то, что из этого вытекает. То, что из этого вытекает. Это все про обязанности мужчины. То есть вот. فإن طاعة المرأة لزوجها إذا أنفق عليها. Поэтому, говорит, покорность женщины обусловлена, если муж будет ее содержать. А если муж не содержит, она не обязана покоряться, быть покорной мужу. Знаете, условия, да? Ты меня содержишь, я покорна. Если ты меня отказываешься содержать, нет никакой покорности. فإذا أنفق عليها ولم تطيعه بغير عذر كانت ناشزة. А если он будет исполнять свои обязанности и содержать ее, а она в этом случае будет этой непокорной, в этом случае, говорит, она будет сварливой женой, так, строптивой. فيسقط حقها في النفقة. В этом случае, говорит, она теряет право свое быть, чтобы муж ее содержал. Да? То есть взамен ты покорная, значит, я тебя содержу. Это не покорности с твоей стороны. Значит, я тоже как бы не обязан содержать тебя. Вот эти, знаете, договора, так? Обязанности взаимные и права. Взаимные обязанности и права между мужчиной и женщиной. У меня сунна, то есть это было, мы посмотрели, так, что касается Корана. Что касается из Корана, довода. Сейчас говорит, у меня сунна. И доводы из сунны пророка Мухаммада. Ан яташаур раджуль мара имратихи. То есть меня сунна, является сунной пророка Мухаммада, чтобы мужчина советовался со своей женой. Если есть какие-либо вопросы семейные, да, решать их надо, необходимо, чтобы мужчина советовался с женой. Ихтидаан бин наби, следуя примеру пророка Мухаммад, хайсу кане исташиру заужатихи ва сахабатихи, радиаллаху анхум. Пророк, говорит, советовался со своими женами и со своими сподвижниками. لقوله تعالى, на это указывает слова Аллаха Всевышнего: «Вашавирхум фил амр», советуйся с ними в делах. وقوله سبحانه в баяне сифат аль-му'минин. И также говорит слова Аллаха Всевышнего, где он описывает качества, свойства или отличительные черты верующих, где говорит: «Амрухум шура бейнахум», и дела им решать советом. То есть это не касается во всех делах, да? И дела им решать советом. Значит, и руководитель государства должен советоваться со своими подданными. И руководитель села должен советоваться с сельчанами. И глава семьи должен советоваться с членами семьи.
Это, знаешь, касается всех рангов. وصرحت سنة النبوية بأمر المرأة بطاعة زوجها. Сунна пророка Мухаммада тоже ясно говорит о необходимости покорности женщины к своему мужу. Тахкикан лиль маслахати ва дар'ил мафсада, чтобы, говорит, получить пользу и устранить вред от семьи. Вяжальбан лиль хайри, и для привлечения блага. Вадафу шар, и устранения зла. قال صلى الله عليه وسلم, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Ида саллатил мар'ату хамсаха». Саллаллаху говорит, если, говорит, женщина будет читать 5 намазов, васомат шахраха, и будет поститься в месяц Рамадан, вахафидат фарджаха, и будет хранить свое целомудрие, вааталат зауджаха, и будет подчиняться и покоряться своему мужу, дахалатиль джанна, она войдет в рай. Вот, может, есть у нас женщина, которая слушает нас, или все уже ушли. Но если кто-то еще застался женщин, смотрите, сколько условий быть в раю: читать намаз 5-кратный, поститься в месяц Рамадан, быть целомудренной, быть покорной или покорной мужу, так, и вы будете в раю. Рай для вас обеспечен. وفي حديث آخر, и в другом хадисе: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. Любая, говорит, женщина, если умрет и муж ею будет доволен, она войдет в рай. Очень хорошим смыслом, да, хадис. Любая женщина, если умрет, муж будет ею доволен, ей обеспечен рай. Ну, конечно, и тут, безусловно, она должна быть верующей, считающей намаз и другие, так, исполнять обязанности перед Аллахом Всевышним. Это другой вопрос. Вот. И дальше, وفي حديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Если, говорит, было бы мне велено, или если бы было у меня право повелевать кому-либо, чтобы поклонялся другому, кроме Аллаха Всевышнего, то, я, говорит Аллах, пророк говорит, я велел бы женщине поклоняться своему мужу. والذي نفسي بمحمد بيده لا تؤدي مرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. Клянусь, говорит, тем, чьей длани душа моя, говорит, человек, то есть женщина, говорит, не исполнит обязанности свои перед Аллахом, если не исполнит свои обязанности перед своим мужем. Перед своим мужем. Это все хадисы. Мы перечислили все хадисы, где указывается, что необходима покорность женщины своему мужу в одобряемом благом. И говорит, достаточно, говорит, для женщины благородства рафату манзилятин, и место положения ее великое, чтобы было так антадбита ал-собаха. То есть, говорит, чтобы покрывала она самой себя. Тараджаха агавамил ал-акли вал-хикмати вал-адаб. И предпочитать, говорит, агавамил ал-акли, то есть, и предпочитать причины разумия, мудрости валь-адаб и нрава, сатутига зауджаха, и подчиняться своему мужу, ваттазфара биридуани раббиха ва джаннатихи, и тем самым она, говорит, заслужит или получит, или добьется довольства своего Господа и рая от своего Господа. وتدرب أولادها على طاعة أبيهم. И, говорит, тадарруб, и, говорит, приучать своих детей, чтобы они подчинялись своему отцу. То есть это одно из обязанностей женщин, да, чтобы научить своих детей, чтобы они подчинялись отцу.
Сегодня, я думаю, самым редко, наверное, встречаем среди женщин, чтобы они говорили своим сыновьям или детям, да, к дочерям, сказать: это ваш отец, и вы обязаны покоряться и подчиняться своему отцу. Таких женщин, наверное, очень мало сегодня. ورفض المرأة طاعة زوجها ويغرضها لغضب الله تعالى ولعنته. ورفض المرأة طاعة زوجها. Если, говорит, женщина откажется покоряться своему мужу, ويغرضها, أو يغرضها, то и тогда она, говорит, получит гнев Аллаха и проклятие Аллаха Всевышнего. Ягридуха. Будет причиной, да, то есть, значит, непокорность женщина к своему мужу будет причиной гнева Аллаха и проклятие Аллаха над ней. Каля саллаллаху алейхи, сказал пророк саллаллаху алейхи: «Иза даа раджулю мраатаху иля фирашихи». Если, говорит, позовет мужчина свою жену к постели, фаабат ан таджи, и она откажется, фабата гадбанан алейхи, и проведет ночь разгневанным на нее, лагана халь малаика, проклинать будут ее всю ночь ангела, хатта тусбих, до утра. То есть это тоже, да? Если мужчина позвал свою жену к постели, она отказалась прийти, и он спал всю ночь разгневанный, да, разгневанным ей, и ангела будут проклинать ее до утра. Это первое, да? Это что было у нас первое? То есть привели сунну пророка Мухаммада. Привели сунну пророка Мухаммада. И второе, говорит: «Аль-карару фил манзили ва тарку хуруджи минху илля биизнил зауж». То есть первое право было мужа над женой, это значит покорность жены своему мужу. Второе право мужа над женой, так, оставаться аль-карару фил манзиль, то есть она обязана оставаться дома, ва тарку хуруджи минху, и не выходить из дома, илля биизнил зауж, только по согласию мужа или по разрешению мужа. Это второе право мужчины над женой. Инна гайрата аль-раджули аля мратихи. Гайрата, поистине, говорит, ревность мужчины, так, за свою жену. Вастиклалих бит таматтуи биха, и, говорит, его быть единоличным в наслаждении ею. وحاجتها للقيام بمطالب الحياة, и говорит, и нужда, да, в выполнении ею то, что требует жизнь, заужия, так, супружеская жизнь, وحمايتها من الفتنة, и защита ее, так, от смута, от искушений, от соблазна. تقتضي منها البقاء في المنزل لأداء واجباتها. То есть почему мужчина, то есть женщина должна оставаться дома? Говорит, потому что, говорит, чтобы мужчина мог только наслаждаться ее единолично. Это первое, говорит. Потом, говорит, чтобы حاجتها للقيام بطلب الحياة الزوجية, ее необходимо, чтобы она как исполняла необходимости семейной жизни, и она защищать должна своего мужа от всяких соблазнов. Это все, говорит, требует, чтобы она оставалась всегда дома, чтобы исполнять свои обязанности перед мужем. Мин ирдад аль-байт, подготовки дома, ва тарбият аль-аулад, и в воспитании детей, ва тагауну ма'аз-зауж, и взаимопомощь мужем. Ва лейса фи хаза аль-масас бикарамати аль-мар'ати ва тахри хурриятиха. Но это, говорит, не значит унижение чести женщины, так, ее свободу, как бы отнятие ее свободы.
То есть это все не считается. Это сегодня Европа, влюбленные Европе и европейской культуре, и европейскому мировоззрению, так считают, да, унижением женщины, если она будет сидеть дома и заниматься своей обязанностью и воспитанием своих детей, это у них считается унижением. А в исламе это не считается унижением. Это, наоборот, считается целомудрием женщины. Вот. И это не считаю, что у нее забрали свободу. وخلافا لما تزعمه المرأة التي توصف بأنها متحررة وهي في الواقع متفلتة. И здесь то же самое, кажется, автор говорит, в отличие говорит, лима тазамунар, о чем думает сегодня, предполагает женщина, которая тусафу, да, которая считает себя свободной женщиной. В действительности она говорит, не свободная женщина, а мутафаллита, скрученная, да, то есть ей пользуются все. Поистине, говорит, действительность, тахаррур, говорит, свобода, независимость. Иннама якуну би тахаррур фикр. В первую очередь, свобода, говорит, это свобода мысли. Свобода мысли. وَنَبْدَةُ الْتَبَغَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. И отказ от следования, кроме Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышнего. لا أن تملأ المجالس بالكلام اللغو. Это свобода, говорит, не значит, чтобы сидеть в всяких обществах и заниматься бессмыслицей и бессмысленными словами. والجلسات المشبوهة. И говорит, всякие сомнительные, подозрительные общества. وتكون мусайядатан фитнатан ва фасадан, который, говорит, будет предметом охоты, соблазна, ва фасад, разврата, ва истигляли линнадары илейха. И, говорит, воспользоваться, посмотреть на нее, ва тагду, ва тарауаху, ва фишавари, ва зиарат. И, говорит, которые, говорит, ходят на улице, говорит, для посещения вайридалик, для посещения других общества и тому подобное. لأن حوائج البيت ومطلباته تقتضي التفرغ له. Потому что, говорит, необходимости дома, да, супружеская жизнь, воспитание детей требует этого тафарруга, да, чтобы женщина была свободной, занятой семейной жизнью, а не какими-то другими делами, потому что миссия ее такова, как мы выше говорили в первых уроках, да, миссия. Женщина своя миссия, у мужчины своя миссия. И поэтому, если мужчина, как мы выше сказали, несет ответственность за все, что мы в начале урока перечислили, да, значит, у женщины тоже несет ответственность, и ее ответственность, как в этом пункте сказал автор, или в этом абзаце, да, это значит организовать все необходимое для семейной жизни и быть всегда готовым, если муж нуждается в ней, и воспитывать детей. И они ходить, чтобы быть как бы, либо сказать, не хочу сказать что-то плохое, хочу подбрать более подходящие слова, так, то есть, чтобы не была она куклой, можно сказать, на что смотрят, да, все зреют в нее, все смотрят на нее, что сегодня сделали с женщиной, да, что только не рекламирует обнаженная женщина, куда только не идет мужчина стоит одетый в костюме, в галстуке, рядом раздетая женщина, так? И как сказал в начале абзаца автор, говорит, быть единоличным в наслаждении ею. То есть муж должен быть единоличным, чтобы наслаждаться своей женой. Зачем? Где ревность у мужчин сегодня, так, которые дают наслаждаться своими женами другим, и при этом он одет нормально, и жена полураздетая идет рядом с ним, и у него как
ну, извиняюсь за выражение, как свинья. Говорят, я не изучал, но читал в книгах, говорят, все животные имеют ревность, кроме свиньи. Но если это так, то значит мужчина, чем они отличаются от этих свиней? Ничем не отличаются, если он сам симпатично одетый, так, солидно выглядит, а жену раздел рядом еще и идет по улице, так, или идет куда-нибудь общество, на какие-нибудь собрания, на какие-либо мероприятия, на какие-либо торжества. Так, чтобы специально показать свою жену, что ли, чтобы зрели на нее. А где ревность человека? Ну, в любом случае, возвращаясь к книге, значит, что говорит Аллаху Та'аля, и что сказал Аллах Всевышний? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. И говорит, оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества. Так, что значит? Если еще раз прочитаем, может, не дойдет кому-то. Мне в первую очередь. Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества. А сегодня что говорят нам? Что доказывают наши братья-европейцы? Говорят, нет, наряжаться женщина, это круто, это цивилизация. Говорят, так? А здесь Аллах Всевышний говорит, не делайте это, как во времена первого невежества. Это, говорит, самый первый признак невежества. А нас учат обратному. Говорят, нет, и женщина, если она нарядилась, она красиво, если выглядит, это, говорят, это цивилизация, это круто. Нет, Аллах Всевышний говорит обратное. Поэтому кто прав? Безусловно, слова Аллаха Всевышнего истина. Это говорит, если является обращением Аллаха Всевышнего к женам пророка Мухаммада саллаллаху это говорит, наставление и другим женщинам этой уммы, то есть уммы пророка Мухаммада, чтобы они подражали женам пророка Мухаммада, чтобы они получили нрав жен пророка Мухаммада. ويترتب على هذا الواجب وواجب الطاعة ألا تخرج المرأة من البيت إلا للضرورة أو حاجة شديدة إلا بإذن زوجها. Из этого исходит следующее. Говорит, раз женщина должна быть покорной своему мужу, и значит, она не должна выходить из дома, Илля лиддарура, если есть в этом необходимость. Если есть такая необходимость. Хаджатин шадида, так? Илля биизни заужиха. Так, если нет крайняя необходимость, она не должна выходить из дома без разрешения мужа. Но если есть крайняя необходимость, то не нужно с разрешения мужа, да? Допустим, она, скажем, сама болеет при смерти, надо идти в аптеку, скажем, да, купить лекарства и выпить, чтобы как бы выйти из этого состояния. Или, допустим, ребенок заболел, да, и мужа нет дома, она что, должна сидеть дома, ждать мужа, когда он придет, и разрешить ему, то есть ей сходить в аптеку? Да нет, ничего. В этом случае, если есть дарура, да, необходимость, в этом случае нет вопросов. Но если нет необходимости, то в этом случае она не должна выходить без разрешения мужа. Даже, говорит, посещать своих родителей. Так, если нет там, если там мать заболела или отец заболел в крайне сильной болезни, в этом случае, да, вопросов нет. Но если нет таких крайней необходимости, она должна посещать родителей тоже по согласию и по разрешению мужа. Маржатан фикулли усбох, то есть один раз в неделю. Так? То есть муж не может отказать, не имеет права отказывать жене посещать своих родителей один раз в неделю. Или по обычаю, как принято в этом обществе. Да? Если в обществе принято, что жена посещает своих родителей, скажем, 3 раза в неделю, значит, берем
как это в обществе, исходя из обычаев общества. А так, то шариату 1 раз в неделю не имеет права муж запрещать ей посещать своих родителей. بإذن الزوج لعيادتهما أو حضور جنازتهما, чтобы, говорит, их посетить, если они больные, или участвовать на похоронах их. لكن لا ينبغي للزوج منعها من ذلك. Но, говорит, не имеет права запрещать муж в этом. То есть женщина должна, безусловно, спросить разрешения, но это не значит, муж не имеет, должен запрещать или имеет право запрещать. Нет, не имеет права запрещать в этих случаях, но несмотря на это, жена должна спросить разрешения. لأن فيه قطعية لهما. Катиратун, то есть катиратун лахма, то есть в этом случае, говорит, это будет разрыв родственных отношений. Аллах Всевышний это запретил. Да? Почему? То есть, знает, мужчина не имеет права запретить жену, чтобы она посетила своих родителей 1 раз в неделю, потому что это приводит к разрыву родственных отношений. Аллах этого запретил, Аллах Всевышний. Во-вторых, говорит, это приведет, что жена пойдет вопреки словам мужа. Так? Это приведет к недоразумению в семье, и поэтому ни муж не имеет права в этом запрещать. Ну, если здесь остановимся, иншаллах, продолжим на следующий